Вы смотрите спецвыпуск, посвященный лесопожарной обстановке. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В эти минуты глава региона Айсен Николаев встречается с кабинетом министров для более детального обсуждения вопроса поддержки пострадавших от лесного пожара в Горном районе. Напомним, накануне в рамках своего визита в Горный Улус Айсен Николаев встретился в Бяськуэле с жителями сгоревших домов. Побывал в расположении инженерного сводного отряда и провел в селе оперативное совещание. Поручил правительству республики в кратчайшие сроки рассчитать весь ущерб и построить пострадавшим новые дома. Напомним, как сообщалось ранее, в селе Бяськуэль от огня удалось спасти 225 домов. Огненной стихией было разрушено около 30 жилых домов. Я обещал людям, что республика обязательно поможет, и жилье мы людям обязательно полностью все восстановим до начала отопительного сезона. Здесь я уже дал поручение и правительству, конкретно министру строительства, чтобы уже с понедельника здесь комиссия по определению ущерба, по определению домов, которые сгорели, типов домов была здесь, отработала, с людьми проработали, и в ближайшее время здесь как раз при помощи, в том числе и военных, которые здесь у нас расположены, мы все-таки здесь смогли уже начать строительство домов и до наступления холодов уже закончить. Также людям мы обещали помощь по линии сельского хозяйства, то есть это и корма для скота, потому что у многих сгорело заготовленное сено, которое у них уже было рядом с домами припасено. Отдельное поручение я дал по детям. Мы обязательно поможем детям из семей, которые пострадали от пожара. Обязательно их направим на отдых в ближайшее время. Соответствующее поручение у нас зампред правительства Балабкина получила. Также в селе Бяськуэль продолжаются работы по окарауливанию лесного пожара. На особом контроле находятся южные и юго-восточные направления. Активное горение наблюдается на расстоянии 4 километров от населенного пункта. Со вчерашнего дня здесь начались работы по созданию противопожарного разрыва, валка деревьев и прокладка минерализованной полосы. Наготове стоят водовозная спецтехника и люди из числа добровольцев. В целом нужно отметить достаточно слаженную работу всех лесопожарных формирований. Порывистый ветер, сила порывистого ветра остается на уровне вчерашнего вечера. При изменении направления возможна потенциальная угроза до населенного пункта, поэтому все силы и средства, все усилия направлены на то, чтобы не допустить пожар на территории населенного пункта. Общественный штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами продолжает свою работу. На сегодняшний день 212 человек находятся на территориях тех районов, где сохраняется тяжелая пожароопасная обстановка. Активные неравнодушные граждане в возрасте от 18 до 65 лет могут записаться в отряд добровольцев и отправиться на борьбу с возгораниями. Каждый отряд добровольцев отправляет в отдельный район. Например, сегодня 3 группы отправляются в Татинский, Алекминский, Усть-Алданский районы. Там на протяжении 7 дней будут проводиться работы по окарауливанию локализованных мест и отушиванию вновь вспыхивающих остатков возгорания. По возвращению группы добровольцев обратно в Якутск, в район с наиболее напряженной пожароопасной обстановкой отправится еще один отряд. В основном это молодые люди, 30 лет, и, значит, они выезжают непосредственно на 7 дней, 5 дней, не меньше. Конечно, приходят добровольцы, которые хотят выехать в выходные, это на 2-3 дня, но мы таких не берем, потому что нам надо, это долгий путь, должны выехать команда, допустим, 10, 20 или 30 человек полностью автобусами выезжают и должны отработать где-то 7 дней, чтобы конкретно потушить пожар, и потом возвращаются, и на смену им едут другие, если это окарауливание.
Порядка 30 жителей села Бяськуэль, эвакуированных после пожара в населенном пункте, находятся в пунктах временного размещения в Бердигистяхе горного района. Так, в пришкольном интернате разместили 24 человека, в том числе 14 детей. В средней школе имени Данилова 5 человек, включая одного ребенка. Им предоставили горячее питание, также гражданам оказывают психологическую и медицинскую помощь. Сообщается, что большинство эвакуированных выбрали проживание у родственников. Психологи продолжают работать с жителями села Бяськуэль. На данный момент в пунктах временного размещения находится 37 человек, 16 из них дети. В временных пунктах оказывают помощь 7 психологов. Главная задача психологов – не допустить развития посттравматического расстройства и минимизировать моральный ущерб. Сегодня специалисты будут проводить психологические наблюдения пострадавших детского возраста. Как понять, что нужен психолог? Это когда человек сам не справляется со своей острой ситуацией, когда есть острое состояние тревоги, очень сильной растерянности, которая называется фрустрация, когда человек не спит, когда он ощущает, что он, в общем-то, может быть внутренне как-то парализован. Эмоционально я имею в виду. Наши психологи делают все, что в их силах. Те люди, которые находятся в пунктах временного пребывания, они, в общем-то, очень благосклонно приняли эту работу. Они хорошо приняли помощь психологов. Сегодня по поручению заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной, которая работает в горном районе, будет определен список пострадавших и нуждающихся в материальной помощи граждан. Данная работа началась накануне, и сегодня будут определены окончательные цифры. Об этом она сообщила по итогам проведения совещания КЧС в горном районе сегодня утром. Также она отметила, что по поручению главы региона дети из пострадавших сел будут направлены на отдых в детские центры и лагеря региона и страны. Глава Якутии вчера дал поручение определиться по тому, чтобы дети были направлены в лагеря, которые у нас есть, в том числе лагеря за пределами республики Саха-Якутия. И, конечно же, наши пансионаты готовы, в том числе реабилитационный пансионат на Рихарда Зорге, для приема пожилых граждан. Ну и сегодня уже Министерство труда здесь проведет соответствующие разговоры с людьми, получит заявление и, соответственно, мы будем проводить эту работу для оказания социальной помощи. Кроме того, здесь на территории работают психологи. Работа очень тонкая, достаточно сложна, но наши профессионалы справятся. И я думаю, всем вместе мы должны быть в таких ситуациях всегда. Тем временем Управление дорог Якутии просит водителей воздержаться от поездок по автодороге Кабяй по направлению Кюрелях-Бяськуэль в связи с лесными пожарами и ограничением видимости из-за дыма на линейном объекте. В целом, пожароопасная обстановка на территории всей республики остается напряженной. На текущий момент в Якутии действует 155 лесных пожаров. Огнем охвачено свыше 3 миллионов гектаров. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. Тушится 71 пожар, локализовано 9, еще 7 обнаружено. За последние сутки удалось ликвидировать 11 лесных пожаров. На местах работает 3601 человек и 510 единиц техники. Между тем, в рамках межведомственного маневрирования проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. Всего привлечено 682 человека Федерального резерва лесоохраны. На особом контроле оперативного штаба находятся лесные пожары, которые угрожают населенным пунктам. Такие населенные пункты, как Бяськуэль горного района, также Кюрелях горного района, Магарас горного района, Кептин горного района. Также Кальвица Кабяйского района, Ситта Кабяйского района, Сангар Кабяйского района. Это Кюль Татинского района, Ударник Тампонском, Хомустах, Далар, Дюльлюкю в Верхневилюйском районе. Также находится село Каракай Верхневилюйского района. Находится тяжелая ситуация и угрожающая в село Салбанца в Намском районе. Ситуация также непростой остается по Кылае у Салданского района. Сегодня штаб продолжает работу. Силы и средства наращиваются. На наиболее опасных участках будет работать
вертолеты с водосливным устройством по заявке оперативного штаба. Дополнительно 50 специалистов Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области командировали в республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников в ходе утреннего брифинга. За минувшие сутки на территории республики ликвидировали 11 пожаров, локализовали 9 и обнаружили 7 очагов. Работала авиация, самолеты-амфибии Б-200 МЧС России применялись в Мирнинском районе. Вертолеты МЧС, Минобороны Российской Федерации и гражданской авиации работали на переброске людей и сливали воду на пожары. В Усть-Алданском районе на сегодня действует 3 лесных пожара. Самый большой из них находится у села Кылаи. В данное время там борются с огнем 221 человек и 26 единиц спецтехники. По словам главы района, ситуацию усугубляет ветреная погода, которая наблюдается сегодня на территории Улуса. Ветер очень сильный, 9-14 метров в секунду дует в этом направлении, как раз в сторону поселка. А с других сторон встречный отжиг Апашка проведены, там идет постоянное окарауливание. Также огонь перекинулся через единственную дорогу, связывающую с райцентром. Как известно, Кылай самый крайний поселок от района, 135 километров от райцентра. Там единственный деревянный мост. 15 человек мобилизованных постоянно дежурят около моста, так как это для нас уже стратегический объект получается. Есть угроза линии электропередач, но там действует группа РЭС, проводят необходимую работу, опашку и защиту линий электропередач. И сегодня на утреннем заседании оперативного штаба Дмитрием Дмитриевичем Садовником было поручено оперштабу о действии вертолета с ВСУ в районе села Кылай. Это нас очень радует. Ждем с нетерпением. А в Усть-Майском районе действует 1 лесной пожар в районе села Эльдикан. Как сообщили в местном ЕДДС, на данный момент угрозы населенному пункту нет, но ситуацию осложняет усилившийся ветер. На тушение должно быть направлено дополнительно порядка 40 человек. Пожары охватили больше 3 миллионов гектаров на территории Якутии. За сутки обнаружено 6 пожаров на площади 92 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды Российской Федерации. Всего в регионе действует 155 пожаров на площади 3,36 миллиона гектаров. Особое внимание уделяют тому, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты. Вчера от пожара удалось отстоять село Бясь-Кюэль горного района и остановить верховой пожар в Итык-Кюэле. За сутки ликвидировано 11 пожаров на площади более 50 тысяч гектаров. И в завершении выпуска перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших выявили в Якутске – это 73 человека. В Мирнинском районе 14, 9 случаев зафиксировали в Сунтарском районе, 8 в Татинском, 5 в Амгинском районах. По 4 заболевших в Алаиховском и Ленском районах, 3 в Мегино-Кангаласском районе. Еще в 14 районах зафиксировали от 1 до 2 заболевших. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.